так ой-ой-ой, я только в сельсовет выписываю это и приписывал. Приписывали ще. Например, нету, умерли, а дом стоит. И они оформляли дома и Даже приезжали и приписывали. даже Не из приписывали, Литвы, ну, в наследство уходило. из Литвы одна приезжала сюди, у Пашини, каб Паші нічого, а іна, от, каб завладеть этим усім. Так его домой позарыли, позакопали и все. Чого зараз не жить? В хату принесуть пенсію, принесуть в хату балон. Подъедет автолавка к этому, прямо к хате. Бери, что хотишь. И никакого, что закажешь, привезут. Держишь у меня, и куры есть, хоть не один держу. Все у меня есть, и парники, и помидоры сажу, все есть. Леонид Цера, работать надо, девочки. Кто не работает, того ничего никогда не было. Как платили у деревни хорошо, так бы из города у деревню приехали б. А як не платять нічого, а по 24 часи работают, так хто кому будет, кто тут будет сидеть? Если бы, может, что-то построили, может бы оставалась и молодежь. Если бы там была работа, конечно, все, почему бы нет? Короче, колхозникам, деревням, все. Если раньше, после войны, еще все это глядели, все ценили, это колхозы. И теперь уже никто что тут кто ценит. Ай, живешь, живи, не живешь, умирай, як хочешь. Який страх. И сейчас, знаете что, сейчас атомные станции строятся не раньше тяп-ляп, как раньше строили в Украине той. Защита очень хорошая. Я сам электрик. И оно без радиации сдохнешь. Не надо ни радиация. Сколько людей погибло сейчас вирусом этим. Ну, сколько погибло. При Чернобыле не так не погибли люди, как при этих. Это люди живут и не думают про эту экологию, ничего. А что мне скучать? Я на пенсии, что ли? 73 года.